Студия Романа Пестерева представляет. Здравствуйте! Вы смотрите телеверсию онлайн-журнала «Умный город». С вами я, Елена Аргунова. На минувшей неделе прошла ежегодная акция «Ночь музеев». В этот день Национальный художественный музей подарил городу удивительное сочетание изобразительного искусства и музыки. Об этом и многом другом смотрите в следующем сюжете. Прошла ежегодная международная акция «Ночь музеев». В Национальном художественном музее вечер прошел под названием «Ночь в музее. Живопись звуков». «Ночь музеев» – это международная акция, основная цель которой – показать ресурс, возможности и потенциал современных музеев, а также привлечь в музей молодежь. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. В 1999 году инициативу подхватила Франция, а в 2001 году в этой акции уже участвовало 39 стран Европы и Америки. В России первым последователем стал Красноярский музейный центр. В 2002 году он впервые предложил посетить музей ночью. 18 мая ежегодно во всем мире отмечается Международный день музеев. И наш музей уже по традиции отмечает этот праздник. И сегодня «Ночь музея» 2014, «Живопись звуков» – это замечательная вечеринка, вечеринка интеллектуалов, вечеринка ценителей искусства. И мы представляем нашу деятельность, подводим какие-то итоги. Очень много новых технологий музейных презентовано сегодня. Проходят замечательные концерты разного направления. Это и джаз, и какие-то такие народные мотивы. Впервые в этом году музей разыгрывал лотерею по входным билетам. Счастливчики получили украшения, картины от лучших мастеров и художников Якутии. Также гостей музея в тот вечер удивили резиденты технопарка ООО «Многомерные технологии». Удивительное переплетение новых технологий и искусства не оставило равнодушными никого. Эта технология называется дополненная реальность, когда мы через свои девайсы, то есть электронное устройство, например, планшет или смартфон, можем наводить на что-то и видеть поверх какую-то дополнительную информацию. Это называется технология дополненной реальности, то есть привнесение виртуальных объектов посредством наших электронных устройств в режиме реального времени. И мы сделали проект для Национального музея, оживили ряд картин известных якутских художников с помощью определенных программ, наложения программного кода. Вы можете в открытом доступе на Android Play Market установить приложение и навести на ряд картин, под которыми там вот установлена такая табличка, и посмотреть. Живопись звуков выразилась в джазовых зарисовках от Егора Ефимова и Леонида Анциферова, чувственной игре на арфе обаятельной ученицы Высшей школы музыки Натальи Соломоновой, акустическом концерте фронтмена группы «Перекати поле» Сергея Егорова и коктейль-концерта под занавес вечера. В рамках «Ночи музея», да, и в рамках Года культуры в Российской Федерации, в рамках Года Арктики в Республике Саха-Якутия в этом году работают очень интересные экспозиции. Экспозиция «Ритмы кочевых культур», приуроченная Году Арктики в Республике Саха-Якутия, да, выставка «Имя культуры», приуроченная Году культуры в Республике Саха-Якутия. И очень интересный, объемный, полный, можно так сказать, музейный проект – это проект «Раритеты Якутии». И этот проект сегодня представлен в виде выставки «Художественное наследие Хангаласский улус». Я очень даже рада, что купила билет на такое мероприятие впервые. И вот просто я очень как-то вот сижу, да, вот что-то у меня вот душа восприняла это все как-то по-новому. Очень хорошее впечатление. Я сюда пришла с сестрой и очень рада, что я купила билет. И теперь я буду сюда своих внуков водить, детей внуков. Отличается тем, что можно ходить в любые комнаты. Не в одну, например, комнату зашел, там минуту побыл и ушел в другую. А там можешь час где-то, два побыть в одной комнате. Там какие-то звуки, как будто по-настоящему. Как будто там по-настоящему все. Вообще, да, первое из чувств, которое испытывает человек, это слух. Потому что когда человек находится в утробе матери, он ничего не видит, он ничего не ощущает. Он только слышит стук сердца своей матери и слышит, что происходит вокруг.
Вот эта концепция родилась давным-давно у меня, долго вынашивал эту идею, гораздо больше 9 месяцев вынашивал. И в итоге она включает в себя записи, которые я делал во время своих путешествий, некоторые впечатления о местах, о людях, о ситуациях. Все это сведено в 9-минутную композицию, аудиоинсталляцию, которую можно ощутить, лежа в позе эмбриона на специальных креслах в абсолютно темной комнате, где нету ни лучика света, и получить некий опыт эмбриональный, как депривационная камера. Ну, такая была идея. Человек входит, теряет полностью ощущение реальности, ощущение, где он находится, что впереди, что сбоку, куда идти. И, наверное, вот это вот сразу такое ощущение, что им хочется найти какую-то спасительную ниточку. Человек включает телефон, смотрит, где я, что я. Вот, потом, увидел кресло, сел и успокоился. В целом ночным музеем, знаете, наверное, уже у каждого в запасе, да, не первая, не последняя ночь музея. Сама по себе великолепная идея, наверное, об этом говорят все. Но что мне хочется отметить именно здесь, первое впечатление, что ты можешь стать картиной, это на первом этаже, когда рисуют портреты. Второй этаж – музыка. Звуки арфы, наверное, были вообще бесподобны. Надо было видеть людей, как они сидели. И вот эта темная комната на 3-м этаже, которая просто шокирует. И такое разнообразие, наверное, редко встречается. Поэтому музею огромное спасибо. Ровно в 12 часов ночи всех гостей поздравили с Международным днем музея, который стремится приумножить знания людей о значении музеев в обществе, а проще говоря, чтобы жители больших мегаполисов, средних и маленьких городов хотя бы на день забыли о скучной рутине и приобщились бы к прекрасному, и что еще более важно, приобщили бы к нему своих детей. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Кинотеатр «Центральный» и интернет-журнал «Умный город» при поддержке кинокомпании «Алмаз Фильм», генеральный партнер фирма «Керге» объявляют о старте первого республиканского конкурса короткометражных фильмов. Работы принимаются до 1 июля 2014 года. Об условиях участия вы можете узнать на сайте кинотеатра киноцентр.су и на сайте журнала iGorod.pro. Победители конкурса смогут принять участие во 2-м Якутском международном кинофестивале и выиграть главный приз – профессиональный фотоаппарат. На этом наш выпуск подошел к концу. Все наши полные материалы вы можете найти на первом онлайн-журнале о городе Якутске на iGorod.pro.